Нет. Aziz Tolosh TV tomosha bukun. Ну, я знаю ее, конечно. Ama Ну, ладно. Murujna Ruji Да, с Богом. Lia Alexandrovna Pireko kada gonaqimon. На Богом. Lia Alexandrovna Pireko Chama xalqi düstunda galeniye kle alime. Ama это китоб талашский русский словарь Толоша Уриса Люгат. Ой, Академия наук СССР, Институт языкознания, да. Печатта Беша. Лия Александровна Кокарда Стуле. Кокарда. Ну я она ама умри. Бей. Хадия карда буа. Внучка, только не говорите об этом. Не. Хадионда. Кончила в этом году Ба кадр гаттамон, кадр пегаттамон. Хадия Афганистанда бейто буа. Она прекрасно поет, она, знаете, вот... Марагли хадия, марагли хадионда бе. Он хамма хадиян. На все руки, машину она водит. Она современная. И вдруг... И Александровна. Ничего. Цепензаку. Виндимона. Она сама Толошка считает себя? Нет. То есть она знает, что такое надо? Ханума бала. Лия Александровна Нава. Че Мария Киня. Ханум анасы Нава че Мария Киня. Мария дошта шуя. Ну, это уже с нами остается уже. Лия Александровна Капурида китобон. Асл алими ка. Недавно фильм один шел, я вот хочу вам сказать. «Лиса в горах». Лия Александровна Дада. Александр Максимович Пирейко. Мы с Эмилем тоже долго обсуждали это. Лия Александровна Муа. Мария Сергеевна. По отцу фамилия Донская. Казачка. Потому что так Ой, это все я не знаю, вы знаете. знаете, но дело в том, что это, наверное, не сугубо вот, православное, что ли, вот, движение. Мария Даваря. Чеченуна. Еврея. Поэзия Древнего Востока. И там отрывок из, по-моему, Лия Александр дашта кинонда Галенкином Лейлашна. Ханва кинаве. как прекрасная вот она идет, и к ним молодой человек такой, зачем ты в лес ушла? Ты какая прекрасная, ты создана для любви. Лия Александровна Навон, еврея. Живи полной жизнью. Вот, и знаете, что она сделала? Она вырвала свой глаз, который он похвалил. Ailevi şəkili. Протянула ему, возьми, говорит. Ну, это такое ничего не чувство, надо. конечно. Да. И Ana он Hadiyan Bey Pakistanda da var. оставила ее и ушел. И она будто вернулась к своему этому божеству, и у нее два глаза опять. Лия Александровна. Ну вот видите, Мать это когда Джонати. сочинено? 3000 Tamam, лет Mona назад, Lisa. как минимум. Значит, это эти Hazreti чувства, Tamaşa bakın. которые Piktoydan. вечные. Вот Am всегда kompozisiyası Navon version hadiye karda. Конечно, вы знаете, Мира. духовное, оно... Вот я сама иногда вот чувствовала, когда я... Лия Александровна вот Iştan. я чувствую, как... La Xuda inanmışızdı. на небесах. Açı yola kinen. Во-первых. Var ya. Это вся вот эта жизнь такая насыщенная. Раньше же не так было. Все, что хочешь, есть. Деньги большую роль играют в этой жизни. Это так вот мерзко иногда бывает. Да. Скажу случай, да, вот Алина Кабаева это была. Она в одно время хотела уйти из этого спорта. Она начала в эти ночные клубы ходить. Девушка, да, молодая, красивая. гимнастка. Ей не понравилось. Она вернулась обратно. Дорогие друзья, дамы и Она господа, сказала, что это мы сегодня в гостях А сейчас говорят, она у Лии Александровны. Да, говорят. Наверное, вообще Лия всякие Александровна, сплетни Говорят, ходят. сына не многие из вас знают. От Талши, конечно, все знают ее. Кто его знает? А его Это знает, легендарный говорят. ученый, Одни говорят, который прекрасно известна многим языковедам мира своей известной книжкой
который называется «Талышский русский словарь», Толуша Юриса Люгат, который издана, значит, в 1976 году в Москве, издательство «Русский язык». Это первый наш словарь. Первый такой, конечно, еще до Лия Пирейка были какие-то неполном объеме книжки. Это первая объемная книга, которая словарь, Талышский русский словарь. Она ученица известного, выдающегося ученого мира, профессора Московского государственного университета Бориса Всеволодовича Миллера. А кто был Борис Всеволодович Миллер? Наверное, знает все талыши и все мировые ученые, которые он долгую свою жизнь посвящал талышскому народу, изучению их культуры и языка. Вот мы сегодня в гостях Лия Пирейка, и мы хотели бы с ней беседовать по этой теме. Лия Пирейка, значит, Лия Александровна, вы добро пожаловать в нашему Талыш ТВ. Слава Богу, наконец-то мы встретились с вами. И вот впервые многие талыши, тысячи талышей ждали эти дни, которые наконец-то в нашем видеоролик, который смотрели, и вот все видели, кто Лия Александровна, героиня нашего этого программы, которая многие годами, уже 40-50 лет, она стала наизусть в языках талышей. Вот мы, перед нами Лия Пирейка. Пожалуйста, мы приветствуем вас. Спасибо большое. Я занялась талышским языком, когда училась в аспирантуре. Моим руководителем был Борис Всеволодович Миллер, который очень, ну, знаете, даже не как ученый, а как человек любил талышей, талышский народ, язык его. Он ездил туда, в эти края, еще до революции, в начале 20 века. И это была его просто излюбленная тема и жизни, и его вот научных интересов. Он составил талышские тексты, где записал там и песни, и сказки, и истории различных вот сказочников. Да. Вот. И словарь он составил небольшой, который он назвал глоссарий, потому что он был одно слово талышское, одно слово французское и одно, значит, перевод русский. Ну, там примерно 2000 слов было. Ну, в общем, это он меня благословил, что называется, на эту стезю, и я потом тоже ездила к талышам еще в 50-е годы. Была тогда в городах Астарле, и в Гаране. В 50-х годах, да? В 56-м году я впервые туда поехал, да. Вот. И немного Борис Всеволодович перед этим говорил о мирном характере, о добролюбии талышей, что он, кроме того, занимался и другими иранскими языками, например, курдским языком. И сравнивал эти два иранских народа, говорил о том, что курды народ воинственный, а талыши очень миролюбивые, да, очень такие, ну, не знаю, как сказать, мирные, вообще любящие друг друга и людей вокруг. Ну и действительно, на самом деле, меня очень хорошо встречали всегда, вот, с уважением, все там. Очень вкусно кормили. До сих пор вспоминаю. Вот горячую рыбу, которую я никогда раньше такой не ела. Потом замечательные соусы такие. Плов прекрасный, да. Прекрасная еда, национальная пища была прям отличная. Все хорошо. Песни. Вот я, к сожалению, сама не пою. Но я помню, когда услышал впервые, пел очень такой человек мужественный, такой грубоватый на вид. И вдруг он запел песню, которую ему мама пела, колыбельную. И она так нежно звучала. Да, просто удивительно. Я думаю, надо же, такой человек на вид, вот, в общем, какой-то мужиковатый вроде. На талышском языке, да? На талышском языке он пел, да. И очень мелодия. Я поняла тогда, что это не азербайджанская была мелодия, а какая-то своеобразная, да. Вот. Так что познакомилась там со своим будущим мужем. Так что я в какой-то степени талыша вою. А теперь, как это сказать, веважен.
Драма. Драма. Значит, я сам хотел об этом говорить отдельно. Лия Александровна ближе нам не только как выдающийся ученый, доктор, она по лингвистике, по изучению талузского языка, но она еще невестка талушей. Вот так судьба получилась. Она приехала изучить талузский язык, культуру, и вот она нашла там будущего своего мужа. И вот, как и был зовут мужа вашей? Его звали Фарзула Мамедов. Фарзула Руфула Оглы Мамедов. Ага. И у вас там, по-моему, дочери, да? Вы родились дочери? Да, у нас 2 детей было, Мария и Лейла. Да. И вы сколько лет вот жили вот в Старе вот? Ну, я только приезжала туда на лето. Вот, когда училась, то меня посылали примерно на месяц или на 2 месяца в командировку. А когда вот с мужем мы туда приезжали, то все лето жила я там. Вот, ну, потом все на свете кончается. Лия Александровна, все, я думаю, что я не согласен с этим мнением, что наоборот все начинается вот это, то, что вот наши маленькие такие эпизоды, это показывает, что наоборот, начинается. Вы молодой человек. Ваше поколение смотрит вперед, а вот уже в моем возрасте уже больше обращаем. Я думаю, что для ученого возраст не играет роль. Ученый живет вечно. Ну, конечно, к концу концов мы все уйдем этого жизни. Никто из нас вечно не будет жить, как не жил Борис Всеволодович, который, как вы говорите, очень любил талузского народа, который всю жизнь посвящал этому народу. Но он эта книга даже останется. в какой-то степени не очень охотно мне предоставил эту возможность. Он хотел сам заниматься. То есть он ревновал, да, скажем, немножко ревновал. Ревность ученого, да? Да. Да, но потом он сам заболел, и, может быть, ко мне какое-то доверие почувствовал. И вот он сказал, занимайтесь талышским. Лия Александровна, извините, мы слышали, что вот кто-то нам рассказывал, что он, когда лекцию читал, вот Борис Всеволодович, иногда начал рассказывать о каких-то талышских анекдотах или талышские рассказы, вот нам говорили, даже иногда, говорит, слезы в глазах у него появились. Да, ну, слезы не помню, честно, да, хотя он был очень сдержанный человек, он внешне совершенно не выражал своих чувств, вот такой, понимаете, у него манера сдержанная очень была. Но это не значит, что он был бесстрастный. Он как раз ничего. Взять, да? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ой, она уже положила. Да, вы извините, вот так это. Ничего страшного, я ей перезвоню потом. Потом вот это, то, что вот Борис Всеволодович Милич, по-моему, дважды был, да, у нас Талыша. Если я не ошибаюсь, в 1902 году, и потом в 1925 годах. Вот да, он был, да, наверное, даже но, больше. к сожалению, это почти ничего не осталось от него. Скудные материалы мы долго искали вот, в Московском университете, архивах, вот даже фото его не нашли. Вот фото, да, к сожалению, не удалось связаться мне с его родными, которых я раньше знала. У него дочка была, вот последние годы его жизни рядом с ним, она за ним ухаживала, когда он болел, и 2 внучки любимые. Вот, а потом он уехал из Москвы в Мытищи, такое местечко под Москвой, это, потому что у меня легкие были больные. Вот, у него? Да. Он фактически от этого, наверное, и умер. В 53-м, да, году, если я не ошибаюсь, в 1953 году. Подождите, по-моему, немножко позднее. Да, где-то здесь. Да. Нет, сейчас я вам скажу. Наверное, он в 56-м умер. Да. Он читал вам лекции, да? Он у нас читал, вы знаете, он читал Шахнаме.
Шахнаме. Да. Ага. Мы читали, и вот на распев он сам это читал, да. Как этот размер Мукарабы, по-моему, называется. Он прекрасно владел Да, персидским. он прожил много лет в Иране. Он только не ученым туда поехал, а дипломатическим работником. Он был секретарь посольства, по-моему. И несколько лет